эта киста будет увеличиваться из цикла в цикл. Более того, наличие спаечного процесса при эндометриозе, подобная киста, чаще всего она, скорее всего, опорожнялась и начала потихонечку притягивать к себе прямую кишку, вызывая спаечный процесс. Поэтому истинная форма эндометриоза всегда сопровождается наличием спаечного процесса. Зачастую. Меняем на простой. Не торопитесь. Отлично. Благодарю. Пока растянем. И благодаря нашему действию функции предварительной мы уже с вами выделили кистозное тело и начинаем потихонечку его, эту кисточку, без вскрытия выделять из яичниковой ткани. И этот момент, кстати говоря, очень важен. Я напомню о том, что девочка у нас находится репродуктивного возраста, и она биполярчика, и с репродуктивными планами. Поэтому на сегодняшний день появился новый хирургический подход, так называемая репродуктивная гинекология. Что она в себя включает? Она в себя включает первый вопрос. Как надо убрать эту кисту, чтобы с меньшей степенью травмировать яичник, чтобы он в последующем выполнял свои репродуктивные планы. Биполяр не работает. Подсоедините, посмотрите. Ну, понял. Поэтому это кистозное тело мы будем столь аккуратно удалять, чтобы большая часть яичника, которая относится интимно сейчас к самой капсуле кисты, могла оставаться у нас в самом яичнике. Давайте посмотрим, что же мы для этого будем предпринимать. Во-первых, мы нашли уже саму кисту. Ее большая часть содержимого осталась у нас внутри самой кисты. Проверяю? Отлично, бинго. Я работаю сейчас калькулятором, но только по кисте, чтобы лишний раз мелкие питающие ее сосуды не создавали нам прецедент ненужной кровопотери во время этой операции. И я ищу именно ту истинную капсулу, которую я должен все же отделить. И посмотрите, я ее нашел, и часть, которая до этого мне казалась, и часть, которая до этого мне казалась все же частью самой кисты, обратите внимание, это все-таки часть яичника, и я его сбрасываю с кисты. И вот это как раз и есть репродуктивный подход. То есть мы не выдергиваем кисту, вытаскивая за собой большое количество здоровой яичниковой ткани. Мы очень аккуратно, более избранно начинаем избавлять эту женщину от кистозного тела. Вот так. Отлично. Отлично. Киста вскрылась. Такое бывает часто. Хорошо. И вот посмотрите, нехитрыми движениями мы также находим фолликул. К сожалению, он идет с нами. Это та небольшая жертва, которую принесет яичник, как рвется киста. Держите, пожалуйста. Есть у вас монез? Подождите. Ну или мягкий, дайте, пожалуйста. Монез, прекрасно. Компания Карл Шторц придумала вот такой. Нет, это не монез. Отлично. Сейчас, подожди. Шейк готовьте, пожалуйста. А все, он тоже хороший. Шьем. Давай эту ручку. Ну, можно потолще чуть-чуть. Ой, помоги. Поставьте манипулятор. Вам надо зеркало, да? Отлично. И вот такими уже нехитрыми движениями мы просто механически достаем наше кистозное тело, уже имея ориентир, где же здоровая ткань, а где ткань нездорова. Что позволяет эта хирургия на сегодняшний день понять? Что гинекология – это одно из тех направлений, которое должно обязательно стоять фундаментально на двух основных вопросах. Женщина планирует беременность или не планирует, от этого меняется тактика и подход к некоторым гинекологическим заболеваниям. И второе, мешает ли это наступлению и вынашиванию беременности в том случае, если она и планирует свою беременность. Если есть по этому поводу какие-то видения или диалоги, то давайте это обсудим, глубоковажаемые коллеги. А сколько человек в сети у нас? И вот посмотрите, мы аккуратненько
доходим до основания, так называемого основания кисты. Почему это стало основанием? Потому что я выбрал верхний полюс, с которого я потихонечку спускаюсь к выбранному мной основанию. Ну, киста здесь рвется, надо быть аккуратным. Спасибо. Защищайте перестолбие сразу. Опс, помогите. Отлично. Хорошо. Отсюда играем. Не-не-не, не отпускай. Ты что? Давай я имею в виду тяни. Прекрасно. Прекрасно. Отлично. Замечательно. Тяни, тяни, тяни. Отлично. Смотрим сюда. Вот так. Отсос. Не отвлекайся. Отсос. И, кстати говоря, благодаря развитию таких технологий, как ВРТ, экстракорального оплодотворения, подобные кисты мы уже в редких случаях, так как эта женщина 100% просматривает наступление беременности, мы уже их практически не удаляем. Кстати, это интересный момент, который стоило бы обсудить. Почему мы здесь решили удалить? Потому что женщина уже выполнила репродуктивные планы, но не исключает. Но тем не менее она выставляет себя в понимании абсолютного выздоравливания, поэтому мы идем на удаление кистозных тел. Что бы мы делали с той женщиной, которая обратилась к нам по бесплодию? То, вероятнее всего, это кистозное тело, оно бы частично резистировалось и было бы выжжено или предано какой-то локальной коагуляции. Держи. Манес. Сейчас, секунду. И вот посмотри, видишь, да? У нас отношения, и мы аккуратненько. Сюда смотрим, сюда. Отлично. Замечательно. Все. Кисту держи. Нет, яичник держи, яичник. Хорошо, то есть так. Регенеративная активность яичника. И мы также приняли в этом. Куда ты бросил? Покажи. Уверен? Все, отлично, держи. Мы тоже приняли в этом максимально активное участие и понимаем, что большая часть эндометриоза – это высоко рецидивирующее заболевание. Капсула, которая исходит от собственной связки яичника. Видишь? Держи яйцо. Ты ее учишься. Ну, хорошо. И вот с этого места яичниковая артерия, она может дать о себе знать. Да? Отпускай. Все. Бинго. Назад. Провожаем. Отлично. Эвакуация всех патологических элементов должна быть всегда под видимым контролем. Это очень важный момент. Отношение врача к коагуляции объекта либо к ушиванию, оно у всех, признаюсь честно, разнится, но я все же люблю более эстетично, это зашить яичниковую ткань. Это эстетично и плюс, на мой взгляд, все же лучшая профилактика спаечного процесса. Прекрасно. Если вы обратите внимание, мы не использовали коагулятор лишь в тех моментах, когда я искал здоровую ткань яичника и пытался ее за счет коагуляции отделить от кистозного тела. Здесь видишь вот эта часть. Вот эта часть можно подвергнуть сейчас электрокоагуляции и все. Ты порядок? Прекрасно. Вы поставили манипулятор? Спасибо вам большое. Так. Не работает опять биполяр. Подержите. Угу. Ну-ка. Сюда посмотри. Сейчас я попроверю уже. Нет, не работает. Нет.
Мы знаем, куда нажимать. Спасибо. Да. До этого он работал. Да, но я слышу до этого все. Спасибо. Стимей. Двойной беда. Все? Есть, бинго. Спасибо. Итак, смотрим. Натяжку, натяжку. Держитесь так. Прекрасно. Оперирую я уже с профессиональной бригадой врачей, с профессиональной в эндоскопическом смысле, с профессиональной в понимательном смысле. Отлично. Все, показываем. Вытираем камеру, поднимаем матку. Поднимаем матку. Смотрим. Мне здесь надо понять, стоит ли нам выделять кишку. Кишка, судя по всему, подтянута. Отсос. Отсос. Спасибо, дорогая. Отлично. Смотрим. Тихо, тихо, тихо. Отлично. Да. Окей. Так, слышно в аудитории? Держите трубу. Аудитория. Слышно. Все слышно. Сейчас мы немножко эти спаечки уберем. Без будет? Блестяще. Ага. Здесь спаечка есть у нас собственная связка. А здесь, посмотри, давай, посмотрим, как идет стигма, переходящая в ректосигму, переходящая в ректо. И она уходит у нас плотным кольцом, впивается у нас в это цервикальное пространство. И, вероятнее всего, она дает там у нас свой очень хороший отчет. Здесь, с этой стороны, у нас прокаталевая, да, связка. Пошли, придется нам кишку выделять, поехали. Биполяр ножницы, держите, биполяр у нас пойдет слева, ножницы, держите. Она здесь так скользит. Начнем организацию кишечника, поскольку мы должны создать классный ориентир. А там кто подключился еще? У нас подключение Сергея Вячеславовича, Даниил Руканович. Дайте я пару вопросов задам. Можно? Тишину вашей операционной поймать. Сергей Вячеславович, мы вас приветствуем. Кто нам может доложить пациента? Добрый день.